Нижняя палата парламента РТ внесла изменения в закон о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2023 год, согласно которому государственное унитарное предприятие по производству, закупке, хранению и реализации товаров первой необходимости в городе Душанбе освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 50% и полностью от уплаты таможенных пошлин. Об этом пишет Азия Плюс. ما در سالهای پیشین یک چند کارخانه ها شرکت ها را از اندازه‌بندی پرداخت ها آزاد کردیم. Ранее льготы действовали по отношению к импорту товаров из стран, которые подписали соглашение о свободной торговле СНГ. Новое изменение же предусматривает освобождение от выплат товаров первой необходимости, импортируемых из всех стран. С внесением указанных изменений в закон появится возможность регулирования цен на товары и продукты на рынке, обеспечение необходимых запасов основных продуктов питания и объемов импорта муки, растительного масла, сахара и других предметов первой необходимости на необходимом уровне, разъяснил замминистра финансов Сарвар Курбонион. Наблюдатель отмечает, что истинные намерения властей могут отличаться от декларируемых, ведь льготы от налоговых выплат и таможенных сборов в Таджикистане обычно предоставляются только предприятиям, тесно связанным с президентским кланом, что позволяет им существенно увеличить прибыль за счет экономии на налогах и таможенных сборах. Так, например, в сентябре 2021 года от уплаты налогов на 7 лет было освобождено ООО «Мармари», которым, по данным радио Азади, руководят люди, близкие к Рустами Мамалии. В марте 2017 года от уплаты налогов на 10 лет было освобождено ООО «Амири», принадлежащее Зарифбеку Давлатову, зятю Эмомали Рахмона. Также ранее были освобождены от налоговых и таможенных сборов совместные таджикско-китайские предприятия Хуаксин Гаюр Цемент и Хуаксин Гаюр Индастриал, принадлежащие сыну бывшего вице-премьера Асадулло Гуломову Акбару Гуломову. $20 миллионов амрикоиро дар бар мегирад ки аз ин модат 4.5 миллион ҳозир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва маҷлиси олӣ 4.5 миллионашо ба мо кӯмак карданд.